Ежегодно на рынок труда поступает более 300 тысяч молодых специалистов. И зачастую основной проблемой при трудоустройстве выпускников, вчерашних именно, закончивших вузы, ТИПО, является это отсутствие наличия опыта работы. То есть сам специалист не имеет практического опыта работы, а работодатели не изъявляют желания их трудоустраивать, принимать к себе на работу, обучать именно практическим навыкам. И именно для решения данных проблем в рамках национального проекта по развитию предпринимательства предусмотрена реализация ряда проектов. Это молодежная практика, первое рабочее место, контракт поколения. Данные проекты именно направлены на привитие именно практических навыков вчерашних выпускников. Молодежная практика является проектом, куда выпускники вузов ТИПО в течение 3 лет после завершения организации обучения могут трудоустроиться, получить первоначальный опыт. В молодежной практике молодые специалисты участвуют до 12 месяцев. Заработная плата составляет 30 месячных расчетных показателей или 92 тысячи тенге. Проект «Первое рабочее место» направлен на трудоустройство молодых специалистов, которые вообще никогда не имели опыта работы. Они участвуют в данном проекте 18 месяцев, то есть государство субсидирует заработную плату в течение 18 месяцев. Далее работодатель в течение года еще должен обеспечить, чтобы данный специалист у него работал. Тем самым молодой специалист, более 2 лет работая у работодателя, закрепляется у данного работодателя. Здесь заработная плата также составляет 30 месячных расчетных показателей, то есть 92 тысячи тенге. Проект «Контракт поколения» сам за себя говорит, это проект, направленный на то, чтобы молодой специалист перенял у уже специалиста, имеющего опыт, знания для последующего закрепления. То есть вчерашний выпускник, трудоустраиваясь к работодателю, заменяет в последующем лицо предпенсионного возраста, то есть работника предпенсионного возраста. Выходит безработная молодежь, она трудоустраивается, и в последующем человек, ушедший на пенсию, выходит, его рабочее место передается данному молодому специалисту. Здесь также, как и в тех ранее сказанных проектах, заработная плата составляет 30 МРП, то есть 92 тысячи тенге. Работодатель уже в свою очередь при возможности может софинансировать заработную плату. Это уже по усмотрению работодателя, в зависимости от трудности данного работы. Также необходимо отметить, что данные проекты не реализуются на рабочих местах, именно на тяжелых рабочих местах. Имеется в виду это как шахтовые работы, туда данные специалисты не допускаются. Здесь хотелось бы отметить то, что ранее в рамках проекта «Молодежная практика» и «Первое рабочее место» заработная плата была намного меньше. С текущего года по поручению президента, с февраля месяца, заработная плата молодежной практики с 20 месячных расчетных показателей увеличена до 30 месячных расчетных показателей, а в рамках «Первого рабочего места» ранее заработная плата составляла 20 месячных расчетных показателей. Также увеличены сроки участия. Если ранее в молодежной практике участвовали выпускники до 6 месяцев, то есть не всегда выпускники успевали показать свой опыт, свои способности, то уже увеличив до 12 месяцев, мы расширяем возможности для выпускников. В контракте поколения ранее государство субсидировало до 12 месяцев заработную плату, а сейчас уже до 18 месяцев увеличили мы участие в проекте. В данных проектах участвует молодежь до 29 лет, и для участия при желании безработная молодежь может обратиться в Центр занятости населения или посредством электронной биржи труда или портала ЕГОВ. Для участия необходим минимальный пакет документов. Это удостоверение личности, диплом о завершении вуза или ТИПО, а также трудовая книжка при наличии. Ранее проект «Молодежная практика» реализовывался в рамках государственной программы «Янбек». И результаты уже, если остановиться кратко на результатах, более 149 тысяч молодых людей
участвовали в данном проекте. И по результатам более 50% завершивших данный проект участников трудоустроены или закрепились у работодателя на постоянную работу. Если остановиться на результатах текущего года, да, на август месяц более 14 тысяч молодых людей стали участниками проекта «Молодежная практика», более 2000 человек стали участниками проекта «Первое рабочее место», и более 200 специалистов, вчерашних выпускников, стали участниками проекта «Контракт поколений». В целом, для обеспечения занятости молодежи, кроме данных проектов, да, кроме проектов «Молодежная практика», «Контракт поколений», «Первое рабочее место», в рамках национального проекта по развитию предпринимательства предусмотрены ряд мероприятий. Если остановиться, реализуется краткосрочное профессиональное обучение по запросу работодателей. Данной мерой уже более 2000 молодых людей воспользовались, то есть молодые люди направляются на краткосрочное профессиональное обучение с последующим трудоустройством у работодателя. То есть обучение проводится именно в рамках потребностей работодателя. Кроме этого, предусмотрен инструмент выдачи грантов. Данный инструмент направлен на развитие предпринимательской инициативы среди молодежи. С текущего года по поручению президента размер грантов увеличен до 400 МРП. Ранее размер составлял 200 МРП, то есть на сегодня это более миллиона, 1 200 000 тенге. Молодые люди, защитив свои бизнес-проекты перед комиссией, могут начать свое дело. Также для молодых людей, не имеющих образования, предусмотрена реализация общественных работ. То есть в данном проекте молодому человеку не нужно иметь образование. Обратившись в Центр занятости населения, молодые люди могут быть направлены на общественную работу. При направлении именно на краткосрочное профессиональное обучение по запросу работодателя здесь смысл в том, что работодатель подает заявку, и завтра, после завершения обучения, например, да, сам молодой человек, он уже будет гарантированно трудоустроен. Работодатель подает заявку, к примеру, да, мне нужны швеи. И в последующем при обращении молодежи в Центр занятости они ознакомливаются, что есть такие-то проекты, к примеру, молодежная практика, да, или есть такие-то курсы. Если молодой человек изъявляет желание обучиться и потом трудоустроиться, то тогда его направляют на краткосрочное обучение. Также одним из новшеств с текущего года у нас функционирует, да, портал электронной биржи труда, который постоянно наращивается всеми платформами. И из последних новшеств это онлайн-обучение. То есть на платформе Skills.MB.KZ молодые специалисты могут обучиться по востребованным навыкам. Данные навыки сразу же попадают в резюме специалиста, и в последующем при обращении к работодателю они могут уже показать то, что они прошли какие-либо специальности онлайн-обучения и повысили свою квалификацию. Зарегистрировавшись на Skills.MB.KZ, проходят курсы определенные, по результатам проходит тестирование, выдается сертификат.